В эфире информационный выпуск Амшейкшара. Здравствуйте. 8 ноября Рауль Хаджимба вернулся в Республику Абхазия по завершении однодневного рабочего визита в Республику Адыгея. По приглашению руководства Республики Адыгея президент принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 80-летию первого президента Адыгеи Аслана Джаримова. В рамках поездки Рауль Хаджимба также встретился с главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым. В Сухуми состоялось торжественное открытие памятника советским летчикам, защищавшим Абхазию во время обстрела немецко-фашистской авиации в ходе битвы за Кавказ в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Репортаж Саида Джарсалия. В Абхазии во время битвы за Кавказ погибли 11 летчиков 863-го истребительного авиационного полка, который защищал воздушное пространство от немецких захватчиков. Уже 27 апреля первые самолеты этого полка прибыли на аэродром Сухум, и к концу мая процесс переброски воинской части завершился. Полк находился на территории Абхазии до 11 сентября 1942 года, пока не убыл в новое место дислокации. В ходе боев с немецко-фашистской авиацией летчики полка выполняли различные задачи. Еще задолго до того, как первые немецкие бомбардировщики появились над Сухумом, советские самолеты выполняли задачи по пресечению разведывательных полетов авиации противника, которые активно фотографировали различные военные и гражданские объекты, находящиеся на территории Сухума и окрестностей, а также патрулировали небо, начиная от Марусского к Ухорского перевала в главного Кавказского хребта, Сухум и окрестности, и зона до 50 километров в море. В советский период существовала традиция, когда учащиеся образовательных учреждений присматривали за захоронениями павших героев и приводили их в порядок. Но сейчас за такими памятниками ухаживают редко. Сухумский мемориал советским летчикам после Отечественной войны народа Абхазии ни разу не ремонтировали. И вот такую инициативу проявили сотрудники Музея боевой славы имени Ардзенба и представители Черноморского казачьего войска Абхазии. Возложить цветы к открывшемуся после реставрации мемориалу пришли вице-президент Абхазии Аслан Барцыц, посол России в Абхазии Алексей Двинянин, представители столичной администрации, школьники. Восстановление памятника советским летчикам, погибшим в Абхазии в ходе отражения вражеских налетов в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, это еще один акт проявления глубокого уважения к подвигу отважных защитников Родины. Благодаря их бесстрашию и самоотверженности были сорваны попытки немецко-фашистских захватчиков вторгнуться на территорию Абхазии. Помимо реставрационных работ, а именно укрепления плиты и установки ограды, вокруг памятника выровняли и расчистили от зарослей и мусора всю территорию. Когда участвует именно сегодняшняя молодежь, люди среднего возраста, которые прошли уже войну, не одну горячую точку. И когда приходят к нам на мероприятия дети, которым мы передаем наши знания, нашу идею о том, что надо сохранять памятники исторические, памятники прошлых войн, память о нашем победоносном прошлом. Очень приятно. Это говорит о том, что не все еще потеряно для наших будущих поколений. Сегодня, когда международная обстановка оставляет желать лучшего и во многих странах идут процессы фальсификации истории, для будущих поколений очень важно сохранить историческое наследие, отметил посол России в Абхазии Алексей Двинянин. Отрадно видеть, что в Республике Абхазия, в стране души, действительно с душой относятся к исторической памяти, будь то Великая Отечественная война 1941-1945 годов, или Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов, которая, безусловно, представляет огромное историческое значение для государственности нашей дружественной республики.
Мероприятие посетил и председатель Абхазского союза ветеранов Великой Отечественной войны Алексей Шоня. Он поблагодарил всех, кто проявил инициативу в увековечивании памяти павших героев. В парке имени Курченко захоронены 2 советских пилота 863-го истребительного авиационного полка Красной Армии. Здесь же захоронена Надежда Курченко, погибшая уже в мирное время на своем посту, защищая пассажиров авиарейса от террористов. Саид Джарсалия, Саида Гухава, Абхазское телевидение. 10 ноября отмечается профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел. В Министерстве внутренних дел Абхазии прошли мероприятия, приуроченные ко Дню милиции. Смотрите репортаж, подготовленный пресс-службой МВД. Построением личного состава Министерства внутренних дел начались мероприятия, посвященные празднованию 98-й годовщины со дня образования органов внутренних дел. Сотрудники центрального аппарата ведомства и руководители горрайорганов во главе с министром внутренних дел Гари Арышба возложили венок к мемориалу славы в городе Сухум. В День памяти героям цветы были возложены на Строевом плацу в здании Министерства внутренних дел у мемориальной стены воинам-сотрудникам МВД Абхазии, погибшим при исполнении служебного долга. По традиции ежегодное торжественное собрание ко Дню милиции прошло в Министерстве внутренних дел. Правительство Республики Абхазия, коллеги из братских республик, ветераны службы и приглашенные гости пришли поздравить сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником. С приветственным словом коллегам и гостям обратился помощник министра внутренних дел по вопросам ветеранов органов внутренних дел полковник в отставке Джинджолия Владимир Иванович, который рассказал об истории становления милиции в Абхазии, о доблести и мужестве сотрудников органов внутренних дел, которые из поколения в поколение уже 98 лет стоят на страже правопорядка в стране. Председатель общественной организации Ассоциация ветеранов боевых действий 1992-1993 годов, сотрудников Министерства внутренних дел Республики Абхазия, полковник милиции Аслан Геби выразил благодарность родным и близким сотрудников милиции, погибших при исполнении служебного долга, чьи имена и подвиги никогда не будут забыты. Аслан Геби пожелал профессиональных успехов, мира и процветания молодому поколению. По случаю празднования Дня сотрудника органов внутренних дел Республики Абхазия вице-президент республики Аслан Барцыц зачитал поздравительный адрес от имени президента Рауля Хаджимба. С профессиональным праздником сотрудников органов внутренних дел поздравил спикер парламента Республики Абхазия Валерий Кварча, председатель Совета безопасности Республики Абхазия Мухаммад Килба, председатель Конституционного суда Республики Абхазия Нури Тания, представитель Министерства обороны Республики Абхазия, исполняющий обязанности заместителя генерального прокурора Республики Даур Амичба, представитель Федеральной службы охраны России в Абхазии Роман Чучукин, председатель общественной организации Союза абхазских добровольцев Карачаево-Черкесской Республики Мурат Жиров. Поздравительный адрес от руководства МВД Российской Федерации с профессиональным праздником абхазским коллегам зачитал официальный представитель МВД России в Абхазии Станислав Апсава. Мира, добра и крепкого здравия пожелал сотрудникам милиции представитель Абхазской православной церкви игумен Игнатий. Обращаясь ко всем присутствующим, отец Игнатий сказал, что деятельность сотрудников внутренних дел направлена на объединение со всем обществом, на мир и порядок в нашей стране. Министр внутренних дел Республики Абхазия поблагодарил присутствующих за поздравления. Гари Арышба в своем выступлении отметил, что милиция Абхазии приложит все усилия для того, чтобы оправдать доверие народа и достойно выполнять задачи по обеспечению правопорядка и законности в стране. Коллеги, ваша компетентность, оперативность, собранность, стойкость и мужество, безмерная преданность долгу и впредь будут служить надежной гарантией стабильности в нашей республике. Желаю личному составу Министерства внутренних дел и ветеранам службы крепкого здоровья, благополучия и профессиональных успехов. Абзер Шупсай, Абзер Ансей Айцай, Айбиш Ансей Онцан. К празднованию 98-й годовщины со дня образования милиции приказом министра внутренних дел Гари Арышба за добросовестное выполнение своих служебных обязанностей отмечены сотрудники Министерства внутренних дел и всех горрайорганов, которые представлены к наградам различной категории, присвоением очередных специальных званий, а также отмечены благодарностями и грамотами.
Гарри Аршба вручил грамоты и памятные подарки ветеранам службы. Наши ветераны – это люди, прошедшие объемный, сложный, но очень правильный путь служения своему делу. Это люди, которые отдали все свои силы, направив их на борьбу с преступностью. Сегодня каждый из нас, сознательно носящих форму сотрудника милиции, выполняет возложенные на него задачи по зову сердца. Работа каждого сотрудника любой службы органов внутренних дел несет свой незаменимый вклад в общей системе Министерства внутренних дел, направленной на установление правопорядка в стране. Исполняющий обязанности главы администрации города Сухум завершил инспекционные выезды по районам столицы. В четверг и пятницу Каан Кварчи осмотрел западную часть города, а именно побывал в новом районе, в старом поселке и в массиве Гумиста. Подробности в репортаже Амелии Бисмарк. Западная часть города включает в себя несколько крупных районов, и поэтому на их инспекцию у исполняющего обязанности главы администрации Сухума ушло 2 дня. В четверг утром Каан Кварчи встретился с коллегами в домоуправлении номер 4, расположенном в районе Колоса. Проблемы, существующие на данном участке, схожи. Среди них можно выделить неполадки с водопроводными коммуникациями, несанкционированные торговые точки и неухоженные территории. Глава инспекции поручил коллегам разграничить зоны ответственности и составить документации по каждому проблемному вопросу, к решению которых по необходимости привлечь городские службы. Необходимо вмешательство наших коммунальных служб. Обязательно напишите нам на бумаге. Письмом пришлите на имя Ахуба и на мое имя. Я ознакомлюсь и непосредственно начальнику коммунального управления обязательно эту бумагу подготовьте. В непосредственной близости от поворота на старый поселок расположено заброшенное многоэтажное строение. Объект находится в аварийном состоянии и портит внешний вид города. Исполняющий обязанности мэра поручил коллегам предоставить ему информацию о владельце здания, чтобы озадачить его снести данный объект. Люди жалуются, что части этого дома заваливаются как карточный дом. Дети, если забегут, не дай бог, какой-то обвал, это может быть непоправимо. Я призываю тех людей, если есть кто-то ответственный за этот дом, чтобы отнестись более ответственно к этому. Мы тоже, чем сможем, всегда этим людям поможем. Если у них нет документов, если оно вообще висит ни на чем, тогда мы можем пойти навстречу в таком мировом соглашении. Если готовы на себя взять расходы и убрать этот дом, мы готовы оформить в знак благодарности, оформить этот дом под любые проекты, которые они запланируют. Проследовав по улице Эшпа по направлению к выезду из города, инспекция остановилась у 16-этажного дома. Здесь исполняющего обязанности мэра ждали местные жители, которым нужна помощь в уборке дворовых территорий и вывозе мусора. Как известно, за порядком на некоторых участках города на основе договоров следят частные фирмы. Руководство домоуправления 4-го, поднимите договор с жилуправлением и дайте мне полное понимание, кто за что здесь отвечал. Если что-то выпало, какие участки въезда в город вообще выпали, ни в договоре ни с кем не заключено, и в жилуправлении тоже осталось без внимания. Я хочу эту информацию, соберите, мне дайте. Участок при въезде в столицу Абхазии с западной стороны официально относится к администрации Сухумского района. Каан Кварчи призвал своего коллегу Валерия Смыр общими усилиями облагородить данную территорию и придать ей достойный вид. С первого впечатления 2 сортира, въезд в город и разбитое здание. Наверное, не самое лучшее впечатление начинает оставлять город наш Сухум. Мне очень импонирует, что Валерий Александрович тоже в этом смысле беспокоится за внешний вид города, за въезд. Мы все-таки совместными усилиями собираемся эти моменты привести в порядок. То есть убрать эти 2 так называемых сортира, вообще убрать. Там еще одно здание, вы видите, убогое стоит. И это разрушенное здание. Более того, все-таки это зона ответственности Абхазавтодора. Валерий Александрович тоже уже с ними разговаривал. После того, как эти строительные вещи сможем устранить, потом мы как-то будем думать, чтобы этот весь пригорок привести в порядок. Может быть, потом
совместными усилиями или засадить его цветочными насаждениями, или какие-то подсветки сделать тем же. Напротив торгового центра «Сухум-маркет» на повороте в сторону нового района некий предприниматель самовольно соорудил торговую точку. Здесь же он припарковал грузовые машины, которые предназначил под импровизированные склады. Глава инспекции обязал коллег до субботы убрать объект несанкционированной торговли. Такие импровизированные склады, которые вросли уже в землю, здесь приросли к этому. Во-вторых, человек выезжающий, слепая видимость есть, то есть не просматривается перекресток. Да. Более того, торгующие люди здесь подвергают себя большой опасности. Подвергают по опасности тех людей, которые у них что-то покупают. У нас лишних людей в Абхазии нет. Мы за каждого должны беспокоиться. Мы не имеем права позволять такие вещи людям. Я хочу, чтобы до завтрашнего утра вот это все было убрано. Проследовав немного ниже от перекрестка, Канкварчи остановился у бывшей остановки общественного транспорта, которую оборудовали под офис такси. Где, на какой остановке встать? Где вообще здесь остановка есть вообще? У нас здесь нету, да? Подготовьте документы. Хорошо. Документы, договора, все, что есть на эту территорию. В ходе одного из рабочих выездов исполняющий обязанности главы администрации столицы обнаружил, что на Привокзальной площади полным ходом шло к завершению строительства автомойки. Канкварчи пригласил предпринимателей и в ходе личной беседы попросил снести объект, что и было сделано ими в короткие сроки. Мы нашли понимание и, вот как видите, уже несанкционированная стройка автомойки была прекращена и разобрали, все убирали. И, честно говоря, очень, во-первых, большое спасибо, что есть понимание, есть поддержка с их стороны. Вместе с генеральным директором Абхазской железной дороги, исполняющий обязанности мэра столицы, осмотрел всю территорию Сухумского вокзала. Канкварчи попросил коллег предоставить ему информацию по каждой торговой точке, организованной здесь, чтобы выяснить законность установленных объектов. Исполняющий обязанности мэра также обратил внимание участников выездного совещания на состояние канализационных коммуникаций, потребовав по возможности решить проблемы с утечками. Что касается главного здания вокзала, требующего капитального ремонта, то здесь, по крайней мере, будет организован масштабный субботник. Мы проработаем совместно, вот как-то мы от себя сделаем свой вклад, железная дорога от себя сделает вклад, мы людей своих, часть людей, да, поставим, типа субботника проведем, всю железнодорожную братство поднимем, администрацию мы тоже можем поднять, своих коммунальщиков прийти, день, два, три, сколько это время на это понадобится, давайте мы просто его на самом деле снутри уберем, почистим, вот эти деревья уберем, которые разрушают реально конструктив этого самого здания. В пятницу в течение рабочего дня инспекция также посетила район улицы Адыгейской. Здесь специалисты выявили проблемы, связанные с уборкой территории, и на месте обсудили их решение. Далее рабочая группа направилась в Старый поселок, и здесь Канкварчи ждали жители. Они рассказали, что некоторые из многоэтажек требуют проведения фасадных работ. Необходимо обработать внешние швы домов, дабы во время дождя влага не попадала в помещение. Глава инспекции сказал, что данная проблема носит масштабный характер, но тем не менее власти города возьмут ее на ориентир. Инспекция также посетила новый район. После беседы в Домоуправлении и осмотра районного парка специалисты направились в сторону аварийной многоэтажки, у которой с фасада здания отваливается старая плитка. Сотрудники горстроя проведут экспертизу объекта и начнут устранять дефекты. Можем сделать дефектный акт и сметную? Конечно. Тогда, по вашему поручению уже работаем. Хорошо, тогда вот по проблемной части этого дома все посмотрите, что мы можем сделать. И если есть у нас возможность, мы начнем его делать, приводить в порядок. Инспекция во главе с исполняющим обязанности мэра посетила и район массива Гумиста. Здесь также необходимо наладить систему вывоза мусора, облагородить территории и привести в порядок детскую площадку. Амелия Бисмарк, Томас Чаковани, Абхазское телевидение. В Сухуми начал работать дискуссионный клуб Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. Клуб станет площадкой обсуждения тем, актуальных для всего абхазо-абазинского этноса, и местом, где будут создаваться и реализовываться различные проекты. Участником клуба может стать любой гражданин нашей страны. Прием заявок уже начался. Подробности в репортаже Эсмы Голландзе.
сохранение и развитие абхазского языка, историко-культурного наследия абхазо-абазинского этноса и традиционного морально-этического кодекса Апсуара, содействие и популяризация литературы на родном языке, отечественной науки, а также защита экологии и окружающей среды. Таков спектр тем первого проекта дискуссионного клуба, открывшегося в Сухуме при поддержке ВАК. Каждая тема предполагает разные форматы встреч – лекции, тренинги, круглые столы. В данное время идет сбор заявок от желающих принять участие в работе клуба. Руководителем площадки стала старший преподаватель кафедры политологии и социологии АГУ Ирина Турава. Первый проект клуба стартует уже в конце ноября. За неделю, получается, мы приняли 28 заявок, 28 желающих уже есть. И в конце месяца мы будем анализировать эти заявки и выявим то направление, ту тему из перечисленных, которая является самой популярной среди тех, кто заполнили анкеты и хотят стать участниками нашего дискуссионного клуба. 15 января мы закончим сбор заявок и будем анализировать их в течение недели. И после проведем собеседование со всеми потенциальными участниками. Мы хотим, чтобы участниками клуба были наиболее замотивированные представители разных социальных слоев. Площадка дискуссионного клуба станет уникальной в своем роде, так как здесь смогут встречаться и обсуждать актуальные вопросы представители молодежи и экспертного сообщества страны. А специальная комиссия выберет из всех проектов наиболее интересные и перспективные, которые впоследствии будут реализованы при поддержке ВАК. Мы рассчитываем, что здесь будет такой создан живой организм, в результате взаимодействия каждого его участника, что в перспективе это принесет вот реально ощутимые плоды, которые можно будет пощупать, потрогать и показать другим. И станет хорошим заразительным примером для расширения списка направлений. В рамках дискуссионной площадки также запущен отдельный проект под названием «Родительский клуб», деятельность которого будет вестись в нескольких направлениях. Взаимодействие родителей, повышение их компетенции и разработка проектов и новых возможностей как для детей, так и для их родителей. Главная цель нашего проекта – это объединение родителей, которые хотят создавать лучшие условия для своих детей. Родительство – это, конечно же, огромное счастье, но вместе с тем это очень ответственный и очень часто сложный труд, который требует большого количества сил и в наше современное время еще и знаний. Значимость появления в Абхазии такого рода площадки сложно переоценить. Обмен опытом и знаниями между поколениями всегда полезен и актуален для общества и во многом способен помочь решению социально значимых проблем. Самое главное, что все темы, все идеи, которые здесь будут обсуждаться, они найдут реализацию. То есть они вырастут в проекты и обязательно послужат объединяющей цели, обязательно послужат созидательной цели. Участниками дискуссионного клуба могут стать граждане Абхазии всех социальных и возрастных категорий. Для этого необходимо заполнить анкету на официальном сайте ВАК, выбрать интересующее направление и отправить заявку на участие по указанному электронному адресу. Эсма Гуланзе, Дэвид Анкваб, Абхазское телевидение. В Академии наук Абхазии прошел научно-практический семинар Института экономики и права, на котором были презентованы научно-практические проекты за 2019 год. В работе научного форума также приняли участие сотрудники Центра стратегических исследований при президенте Абхазии, министерств и ведомств, а также представители предпринимательского сообщества страны. 13 проектов было представлено в программе научно-практического семинара Института экономики и права. В основном они касались проблем экономики, актуальности экономических реформ, а также механизмов развития бизнес-проектов на сельских территориях. Академик Анна, директор Института экономики и права Заур Шалаша, затронул тему актуальности научно-практического исследования проблем социально-экономического развития Абхазии. Он отметил, что некоторые разработки Института экономики и права были приняты парламентом в первом чтении. Одной из важных тем, которые мы исполняли в этом году, это было теоретические и практические аспекты антикризисного управления предприятием. Эта тема продолжается на 2020 год. Новый план мы сегодня буквально представили в Академии наук по запросу официальному. И
большая часть, на 90%, я могу сказать, 90% работа выполнена. Следующий важный проект, который мы начали работать впервые в Абхазии, это исследование состояния и перспектив использования потенциала Черноморского приморья Абхазии. Мы выезжали, то есть мы начали с восточного региона Абхазии впервые, несколько раз выезжали в Галский район. По мнению кандидата технических наук, ведущего научного сотрудника Института экономики и права Леона Кварчия, для совершенствования процесса инвестирования и улучшения качества предоставляемых услуг в секторе госуправления необходимо применить опыт использования механизма государственного частного партнерства. Необходимо отметить, что на уровне местных органов исполнительной власти в различные периоды предпринимались попытки внедрения и использования данного механизма в разнообразных формах, без названия государственно-частное партнерство, в рамках действующего Гражданского кодекса и иных нормативно-правовых актов. К примеру, в городе Сухум имеется достаточное количество недостроенных многоквартирных домов, которые в различные периоды по так называемым договорам о совместной деятельности были предоставлены предпринимателям для достраивания и сдачи в эксплуатацию с условием о предоставлении определенной части жилого фонда в распоряжение администрации города для дальнейшего распределения очередникам. В силу изначальной недостаточной юридической проработки данных договоров и множества пробелов нормативно-правовой базы, на текущий момент лишь единицы из таких домов сданы в эксплуатацию, а остальные пребывают в первоначальном виде. Важным направлением деятельности Института экономики и права является подготовка высококвалифицированных кадров, специалистов экономического и юридического профиля через аспирантуру и соискательство. В институте значится очень серьезный, существенный контингент специалистов очень высокой квалификации, которые при условии объединения своих усилий способны решить ту задачу, которая стоит об направлении эффективного развития нашей экономики. Заур Иванович сказал, что в том числе и гранты РФФИ международные нам удалось в этом году выделить. И достаточно успешно с точки зрения критериев, по которым оценивается деятельность института. Институт находится на одном из первых мест в системе Академии наук. Одной из главных функций Института экономики и права является осуществление экономического и правового мониторинга законодательных и нормативно-правовых актов, а также исследование актуальных теоретических и практических проблем. На презентации также были представлены разработанные ведомством алгоритмы, такие как динамика численности предприятий, динамика отраслевой структуры и другие. У Института экономики и права есть свой официальный сайт. 15 ноября сотрудники Института экономики и права планируют принять участие в интернет-конференции в городе Донецк. Российский телеканал «Звезда» готовит новый проект «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым. В его рамках сейчас в Абхазии снимают документальный фильм про историю советского спорта в нашей стране. В фильм войдут интервью и беседы с именитыми спортсменами и людьми, имевшими отношение к спорту в те годы. Среди них Раш Хутаба, Геннадий Сеченава и Олег Угварамия. Проявили интерес к Абхазии. Это и спорт, это наши курорты советского времени. И немножко так будет задействована просто жизнь народа в советский период. И так как у нас есть еще объекты, сохраненные с того времени, есть у нас свои спортивные герои. Вчера мы снимали Раша Хутаба, мы снимали сегодня Олега Алексеевича Гварамия, который имел отношение к боксу, тот имел отношение к борьбе вольной. Есть футболист знаменитый у нас Геннадий Сеченава. Конечно, они делятся такими бесценными воспоминаниями, которые буквально на вес золота. Мы хотим все исходники, конечно, сохранить, потому что там иногда есть интервью, которые не просто на одну передачу, можно делать целый цикл программ. Бурные овации, песни, танцы и неподдельные эмоции. Именно так в Абхазгосуниверситете встречали чемпиона мира по версии WBO среди молодежи, студента АГУ Игоря Адлиба. Подробности в репортаже Алики Трапш.
Именно так бурными овациями встречал родной университет молодого абхазского боксера, чемпиона мира по версии WBO среди молодежи Игоря Адлиба. Студенты и преподавательский состав во главе с ректором АГУ Олеку Гварами сделали неожиданный приятный сюрприз спортсмену, который впервые в статусе чемпиона мира пришел в вуз. Молодого титулованного спортсмена с нетерпением ждали и на родном педагогическом факультете, где он обучается на 2-м курсе по направлению физическая культура. Студенты с танцами, плакатами и громкими аплодисментами чествовали чемпиона. Ректор АГУ Олеку Гварами отметил, что победа Игоря Адлиба на престижном турнире стала победой для всей Абхазии. Олеку Гварами 22 года возглавлял Федерацию бокса Абхазии. И, по его словам, у абхазских спортсменов есть хороший потенциал для того, чтобы добиться еще больших результатов и достижений в спортивной карьере. Два молодых человека. Батал Чежи, который имеет 9 боев без поражений. И Игорь Адлиба, имеющий 9 боев без поражений. Я первым назвал Батала, потому что 14 числа у него будет очень серьезный бой в Петербурге. Игорек, поздравляем тебя. Помни, что Абхазия гордится тобой, что Абхазия – это твой дом. И единственное, пока рано тебе, пусть даже на профессиональном ринге, показывать, что «ах, ты не попал». Это не надо, это надо убрать. Абхазы были настоящими интеллигентами на ринге. 100% таким же и будет и Игорь, и Батал. Студенты АГУ, друзья чемпиона, отмечали, что с большим волнением следили за боем Игоря Адлиба и ни на минуту не сомневались в его победе. Для нас это большое достижение, что наш друг, студент АГУ, стал чемпионом мира. Это многого стоит. Мы желаем ему в дальнейшем удачи, чтобы он отстоял этот титул неоднократно. И всего самого наилучшего его семье, его близким. Мне было очень интересно посмотреть его бой. И молодец, выступил хорошо, выиграл. Мы все гордимся. Наше поколение должно брать пример и выступать также, показывать результаты. Игорь Адлиба поблагодарил всех за радушный прием. Он отметил, что такая всесторонняя поддержка – большой стимул для его дальнейших побед. Мне очень приятно. Я не ожидал, конечно, такого, но спасибо большое всем. Я буду стараться добиваться еще больше, пока вы меня поддерживаете. Огромное спасибо. Чемпион мира по боксу среди молодежи Игорь Адлиба впервые пришел в боксерский зал, когда ему было 9 лет. Еще будучи мальчишкой, он проявлял характер настоящего спортсмена. Многократно участвовал в международных турнирах по боксу как в Абхазии, так и за ее пределами, где одерживал победы. Мои первые соревнования были это первенство нашей страны. Я победил. Также, как и сейчас, очень радовался. Каждой победе я радуюсь, потому что много усилий прикладываем к этому. Я полюбил этот спорт всем сердцем. Мои родители очень хотели, чтобы я чего-то добился. Отец мой просто мечтал об этом почти как хотел, все так и получается, пока все много работы впереди. После совершеннолетия Игорь Адлиба перешел в профессиональный бокс. С этого момента он провел 9 боев и во всех одержал победу. И самое главное из них, конечно же, в бое за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO среди молодежи. 2 ноября в Екатеринбурге абхазский спортсмен встретился на ринге со спортсменом из Венесуэлы Эдди Кальминаресом. После тяжелой 8-раундовой встречи Игорь Адлиба стал обладателем пояса чемпиона мира. Победу раздельным решением судей одерживает и становится новым чемпионом WBO среди молодежи Игорь Адлиба! До последнего момента я думал, что будет разногласие. Судей так и ожидал. Было очень тяжело, но я в конце просто вырвал победу. Много опыта получил с этого боя, много эмоций, и я запомню точно этот бой навсегда. Я хочу объединить все 4 пояса по всем 4 основным версиям, и хочу открыть в Абхазии свой зал боксерский. Это моя мечта.
Представитель Госкомитета по делам молодежи и спорту Абхазии, менеджер чемпиона Артур Адлиба поблагодарил всех, кто болел за спортсмена. Он отметил, что большая поддержка – это важная составляющая успеха. Очень бурно болели, переживали, звонили, писали. И это реально моя мотивация серьезная для спортсмена. Он чувствует, что он не один, за ним вся страна, ждут победы. И, соответственно, этот стимул как раз-таки и дает силу и победы. За что я благодарен всей стране, что победа общая. Титулованного спортсмена еще долго не отпускали в вагу. Всем хотелось сделать памятное фото с чемпионом мира. Впереди Игоря ждут усиленные тренировки и немало боев, чтобы отстоять звание сильнейшего в мире. Аля Катрапш, Дэвид Анклаб, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. И в конце выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 7-12, днем 17-22 тепла. Температура морской воды плюс 19. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.